Сыктывкарскую прокуратуру ежемесячно поступает 7-8 жалоб на отсутствие того или иного льготного лекарства. Причем речь идет о жизненно важных препаратах, чаще всего онкологических и сердечно-сосудистых. Также жители столицы сетуют на отсутствие в аптеках тест-полосок для страдающих сахарным диабетом. Что делать, если вы оказались в такой ситуации? Сегодня ответили эксперты прокуратуры столицы на прямой линии в общественной приемной главы Коми. Елена Кононова ничего не упустила. Несколько месяцев, а то и по полгода приходится ждать некоторым льготникам бесплатных препаратов в аптеке. Чаще всего это страдающие онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть те, кому лечение пропускать ни в коем случае нельзя. Порой от этого зависит их жизнь. Поэтому им приходится покупать лекарства за свой счет. Если, конечно, есть средства. Ведь, как правило, льготные пилюли стоят немалых денег. В таких случаях выход один – обратиться с жалобой в прокуратуру, советуют эксперты. Если обращаются в аптеку с тем или иным рецептом, они должны быть обеспечены в течение 15 дней. Если не обеспечиваются, уже у них право возникает обратиться в прокуратуру, что их не обеспечили. И, как правило, бесплатный препарат находят еще на стадии проверки. В противном же случае прокуратура обращается с исковым заявлением в суд. И льготника препаратом обеспечивает уже по решению суда. Впрочем, по сравнению с прошлым годом в Сыктывкаре число жалоб на плохое обеспечение лекарствами ощутимо снизилось. Почему задержка жизненно необходимых препаратов? А этот вопрос уже задавался во время прямого эфира программы «Личный прием», где на вопросы жителей региона отвечал руководитель профильного ведомства Игорь Дягилев. Жительница Емвы не может получить свои лекарственные средства вот уже 4 месяца. Срываются торги. Дефектура бывает, если импортные препараты на границе, допустим, не пропускают. Это было и по прошлому году, и по этому году. Ряд фирм просто отказывается завозить нам препараты, потому что у нас появилась маркировка. То есть мы должны каждую упаковку препарата, начиная с момента завоза на границу, отмаркировать, чтобы ушла в систему. То есть некоторые поставщики отказываются от этого. По словам Игоря Дягилева, при такой ситуации специалистам необходимо по возможности предложить замену. Если же нет, то руководство медучреждения должно выйти на Минздрав региона в ручном режиме, без переписок, и уже совместно находить пути решения. Кроме того, сегодня по лекарственному обеспечению в ведомстве идет реорганизация, чтобы документы между контрактной службой и лекарственным отделом проходили меньший путь, и человек мог свои жизненно важные препараты получать вовремя. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.